Мама, там соседи режут барана. Это так интересно, мы пойдем смотреть. Я тогда училась в школе, наверное, в классе 8. Может, ну да, примерно. У нас ночью была очень сильная буря, и прям ветры гнуло, деревья ветрами гнуло, было все очень страшно. И вот эти вот провода, в общем, они тут оборвались. Передо мной бежала собака, и она наступила на этот провод, и ее долбануло током. И она испугалась, завизжала, и куда-то убежала эта собака. Если бы собака передо мной не бежала, я не знаю, что бы со мной случилось. Либо заболела как-то сильно, что травма какая-то была, либо вообще умерла. Вот. Но самое интересное, что потом эта собака, ее не было несколько дней, она прибежала, нормальная, живая, здоровая, и все с ней было хорошо. Однажды соседи резали барана. Мы прибежали к маме. Говорим, мама, там соседи режут барана. Это так интересно, мы пойдем смотреть. Мама, ну сейчас понимаю, что мама, наверное, выпала резко в осадок от того, что дети ее радостно бегут смотреть, как режут барана. А нам было очень интересно. Это было просто что-то с чем-то. Мы прям смотрели, как этого барана. Мы не видели процесс того, как его убивали. Мы смотрели, как уже труп этого барана вот вешали на турник, снимали с него кожу, там его разделывали, убирали внутренние органы. Это было так интересно. Это было просто, наверное, одно из самых ярких впечатлений жизни. Это самое яркое впечатление, наверное, моего детства мамы моей, потому что ее радостная дочь ходила смотреть, как люди барана режут. Но на тот момент это было очень интересно и прям так познавательно. Вот. Значит, у нас в подъезде жила собака, ее звали Дина, она была бесхозная, ничья, но ее всем двором любили, была очень прекрасная собака, она тут раздражала несколько раз щенков у нас в подъезде, но однажды ее мужчина один чуть не убил, он накинул ей удавку на шею и потащил ее вешать на березу. И эту всю ситуацию увидела мама из окна. Она выбежала, она так орала на этого мужика, что он в итоге, в общем, сдался, эту собаку отпустил, и прям типа жила, наверное, еще 5-6. Потом эту собаку отравили.